Сегодня тут происходит замечательное мероприятие под названием ралли. В данном случае можно даже применить такой термин, как боевое ралли. То есть в данном случае это соревнование проводится, можно сказать, что и впервые, с учетом того, что машины уже более свежие, не то, что было там в 70-х годах, когда выступали более-менее стандартные автомобили. Вот. Сейчас у нас автомобильки едут в каркасе, то есть это скорость, это драйв, адреналин. Собственно, участникам предстоит преодолеть 6 спецучастков скоростных. Протяженность первого спецучастка 10,4 километра. Обратная трасса уже чуть покороче, 9,6 метров. Километров, соответственно. По сумме времен будет рассчитываться результат. Кто быстрее доехал, сегодня заявилось у нас 13 участников, 3 из них выступают в классе «Абсолют». Это вот те автомобили, которые оборудованы каркасами безопасности, у которых установлена спортивная резина с допуском недорожным. И, соответственно, 10 автомобилей класса «Стандарт», которые включают в себя как автомобили иномарки, так и отечественные представители. Вот «Жигули», ребята порадовали в прошлый раз в Ажероне, показали достойный результат, объехав 2 соперников на автомобилях Subaru. Ребята, можете к ним подойти на тройке желтого цвета «Жигули». Вот, соответственно, есть у нас в Сыктывкаре гонщики, которые достойны показывать хороших результатов. Так, а негласные, так скажем, лидеры все равно есть? Негласные лидеры, конечно же, есть. Они, можно сказать, что можно их посмотреть, кто едет впереди, тот и лидер, потому что у нас интервал между стартующими всего 1 минута. Соответственно, есть вероятность того, что предыдущий соперник догонит кто впереди. Вот, в общем, соответственно, выставляли примерно так, как кто едет. Соответственно, посмотрев назад, можно понять, на кого мы рассчитываем. То есть сейчас выставлены в порядке старта, да? В порядке старта, да. Автомобиль, первый экипаж еще не подошел, конечно, немножко он там задерживается, что-то с колесами. Но так или иначе, у них, как и у нас у всех, есть хорошие шансы занять первое место. Потому что ралли — это такая дисциплина, в которой не всегда зависит от самого экипажа. Удача, везение и очень много других факторов, которые могут. Вплоть до того, что кто-то в предыдущем проходе задел брусвер, скинул снег на поворот. Отлично, наш парень. И когда человек едет, он, соответственно, об этом происшествии не знает. И может стащить его за счет того, что он наехал на этот снежный ком. И, будучи лидером, он может сойти и не доехать до финиша. Ну, что касается новичков и бывалых, взять вас, либо команду Лепина и Лукина, все-таки это люди, которые уже опытные. Я бы не сказал, что мы неопытные. У нас плечами уже порядка 4 лет участия в подобных соревнованиях. Андрей Лукин действительно сильный соперник, но мы сделаем все, чтобы его объехать. И я думаю, что у нас большие шансы, хорошие, и мы постараемся. Главное, чтобы техника не подвела, потому что последнее соревнование, которое мы ездили в Ивановский город Шуя, там было закрытие чемпионата Центрального федерального округа, на котором мы претендовали на первое место по этапам 4 или 5 гонок. Машина сломалась, коробка разлетелась, с обидой, с досадой возвращались домой. Так что ралли — это на 90% везение. Быстро работает даже. По машинам!